Assalamu alaikum. Tamam vaydo çaha hoşala Sufyan İbrahimov duxnahan öz elsaxiyetsin. Sufyan adı qoyuz elxiyet duxnahan. Saxiyet. دقوزر توزر إشت هي بعدات سردون ويش ويش سقيلشان. No ويشم tana amel hapur bansa ve auditori purbansa yörsemata dedi. Duxnamu bu noxşemat soğuş. بعد ده ارسمات قيچارنا قيتي так, ну вообще, в принципе, это мой рабочий язык, я его очень хорошо владею им, наверное, лучше любого профессора русского. Мы говорим то, что мы будем общаться на русском языке, чтобы было доступно для многих наших зрителей, так скажем. Ну вот, в принципе, вопрос-ответ так получается. Мы не готовились сразу экспромтом, так вот передача наша выходит. Она будет очень короткая, там у меня такой принцип, без монтажа, так скажем. Вот, а поэтому хотелось бы в первую очередь узнать о твоей работе, давно ли ты работаешь? Вообще, я занимаюсь историей, нашей древней истории в течение 19 лет последних. Ну, уже почти 20 лет. Начал я еще в Бельгии эти исследования, которые я туда, когда я переехал с Москвы, я уехал из Чечни в 95 году, еще до того, как началась война. Мы тогда и не думали, что будет такая война. 7 лет я прожил в Москве. А что тебя побудило, я извиняюсь, уехать из Чечни, допустим? Ну, собственно говоря, наверное, бизнесом заниматься. Ну понятно, это уже лично. Да, но потом, в силу сложившихся обстоятельств, я вынужден был уехать из Москвы. Ну, буквально я уехал за 3 дня до того, как вышел приказ о моем задержании. Это у меня есть и копии газет, где об этом пишется. Не успели мы его задержать. Но сегодня ты свободный человек. Да. И когда я приехал в Бельгию, мне предоставил, очень хорошо приняли, мне предоставил все, что нужно человеку. И когда я получаю пособие, не надо работать, можешь не работать, всем ты обеспечен, можешь учиться, лечиться, все что угодно. Я пришел к мысли, ну нельзя так себя вести, когда Всевышний оказал тебе такую услугу, ничего не делать. То есть бездействовать. Да. И я начал изучать, открылась для меня эта тема. Честно говоря, вот в течение этих 19 лет, которые я занимаюсь этой темой, я работаю по 18 часов в сутки ежедневно над этой темой. И у меня очень много материала. Опубликованное, не опубликованное, может, да, какие книги будут выходить? Да. То, что вот перед тем, как откуда я все это беру, многим интересно, откуда у меня такой доступ к этим материалам, я хочу объяснить эту сторону. Дело в том, что перед тем, как мне открылись эти материалы, я изучил все легенды и сказки всех народов мира. Я изучал и Библию, и Тору, Евангелие, ну и, естественно, Коран. А выучить все невозможно. Надо жить в этом Коране. Выучить Коран только глупый человек может сказать, что я знаю Коран. Его знает только Аллах. Его можно учить, учить и учить. И я вышел на эти материалы. Каким образом? Моя главная специфика – рисуночное письмо. Вот, я занимаюсь рисуночным письмом. Что это такое? Это
петроглифы, пиктограммы, надписи, вот как у нас на могильных чуртах. Это те же памятники, строения и так далее. Дело в том, что кроме этого, да, шумерские писания, ну, не через клинописи, я клинописные тексты читать не могу, я читаю рисунки. А что такое рисунки? Это можно сравнить один вроде бы незатейливый простой рисунок с флешкой или жестким диском компьютера. И чтобы прочитать один рисунок, надо знать вот все, что я говорил, и сказки, и легенды, и истории. Интересно, много специалистов, которые читают по рисункам? Как ты думаешь? Я не могу ответить на этот вопрос, но дело в том, что эти рисунки, их оставили наши предки. И они есть во всем мире. Уничтожить их невозможно. В каждом рисунке, это то же самое, как глиняные таблички. Они вот маленькие таблички шумерские, они на руку умещаются, но в них заложен несколько гигабайтов информации. Ее надо раскрывать. И Думаю, у наших зрителей есть представление об этих табличках. Да? Я хотел вообще-то узнать, у тебя есть ли у тебя такие друзья, которые в этом направлении работают, с картинками? Знаешь ли ты таких? Нет. Честно говоря, я только 5 лет назад выложил свою первую работу «Золотой тур». Но это основа всех священных писаний и основа основ. Остальные все работы, их я выложил уже в Фейсбуке, и один французский сайт дублирует некоторые мои материалы, Инфо-Чечен. То, что выложено на них и в Фейсбуке. И до того, как я выложил «Золотой тур», я нигде не печатался, я ни с кем не советовался. Никто меня ничему не учил. Я это все постигал сам кропотливым трудом. Но противоречащих много людей. Не такие, как сказать, не пустослово, а противоречащего своим исследователям. Если так разобраться, за 5 последних лет я уже выложил порядка 200-250 статей на эту тему. Где можно прочитать вот твои статьи? Все статьи находятся на моей странице в Фейсбуке. На Фейсбуке, да. Субьян Ибрагимов, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Да, но дело в том, что я временами ссылки даю, страница очень перегружена, и человеку, если интересно, ему очень сложно найти нужные материалы на моей странице. Поэтому я время от времени выкладываю ссылки. Но на 100 первых работ у меня есть ссылка. А дальше я уже не могу их выкладывать. Facebook запрещает это делать. Потому что они расценивают это, видимо, как рекламу чего-то своего частного. Ну да. Поэтому вот этот вопрос, я не силен в компьютерных делах, но я через специалистов, знакомых, но это решаемо, несложный вопрос, где-нибудь выставить на другом сайте и давать ссылку. Мне кажется, все-таки вот твои материалы, они более будут осваиваемы, скажем так, пользователями Фейсбука, там, Ютуба. Вот, и мне так, я уверен, что надо побольше коротких, таких весомых, аргументированных роликов выпускать нам. Вот. Как думаешь? Да, многие люди ленятся читать. Для многих удобнее смотреть ролики и слушать живую человека. Но у каждого свое. Мне, например, удобно читать. Я могу запросто книгу в 500 страниц прочитать за ночь и через 20 лет открыть и найти нужную цитату. Это техника быстрого письма. Чтобы найти в ролике
одно нужное слово, надо полчаса, час смотреть ролик. Это, я считаю, лишняя трата времени для себя. Я дорожу временем. Но большинство людей, для них более доступны ролики, конечно. Но так как я не артист, я не умею, может быть, себя вести перед камерой, так скажем, не фотогеничные. Я до сих пор не снимал ни одного ролика. И несколько роликов, которые сняты во Франции по мотивам моих работ, я их тоже заставил убрать авторов мой голос и мое лицо. Почему? С этих Почему? роликов. Ну, не знаю. Не, ну может быть мы не такие не так замечательные люди, так скажем, в толпе, да, но тем не менее, вот я мог бы пройти, не заметил тебя, ты мог бы пройти, не заметил меня, да. Но тем не менее, когда человека узнаешь, как говорят, встречает по одежде, провожает по уму, да, вот для меня это, я честно скажу, не потому что ты рядом сидишь там, похвалит тебя. Ты очень значимая фигура в исследовательской работе, деятельности, скажу так, вот, в частности, не только нашей республики, но и за пределами. И еще вот у меня вопрос, все-таки вы с Резваном Ибрагимовым, так скажем, нашумевшим исследователем нашей республики, вы все-таки родные братья. Вот какие у вас отношения вот в исследовательской этой работе? Вот это хотелось бы узнать. Много ли противоречий? Я отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, да, это из нас 5 братьев, это единственный, который сегодня у меня остался, и он мне как отец. Это старший брат, хотя между нами всего 2 года разницы. Но дело в том, что как вообще это Резван начал эту тему, я хочу это объяснить. Еще в 2005 году я приехал с Бельгии и передал ему флешку с моими тогдашними материалами. Ну давай мы сделаем так все-таки. О Резване мы отдельно будем. Да, я просто договорю. Да. Я передал флешку и сказал, вот я уже хочу выйти, закрыть эту тему. Никто этого не знает. Хочу посоветоваться с тобой. Но он сперва не понял эти материалы, но когда он понял, о чем идет речь, он попросил меня выкладывать их. Я отказался. И тогда он по мотивам тем, которые у меня были на флешке, ну, направление такое, и он начал, вот, собственно, его начало с этого. Да, мы братья, но это не значит, что мы одинаково думаем. И нельзя говорить, что у нас есть противоречия или что-то, но одинаково думать мы не можем. Мы работаем автономно, он и я. И во многом может наше мнение не совпадать. И это нормально. И поэтому то, что пишет он, это его, то, что пишу я, это потому что я могу отвечать только за себя. Может быть, он видит глубже и больше меня, может быть, я вижу. Это сейчас решать невозможно. А так, да, эти первые его публикации, во всех этих книгах, которые он издал и которые были запрещены, если внимательный читатель посмотрит, в них во всех он приводит ссылки на меня, что эти материалы ко мне, ну, катализатором стал мой младший брат Супян Ибрагимов. Это везде, это он указал. Но я ему, собственно, у меня претензий нет, это не плагиат, это его работа, и я ему дал разрешение использовать свои материалы. И вот так он, ну, у него своя дорога, у меня своя. Да, но мы сейчас завершим этот ролик. Как я ранее сказал, чем он короткий, тем осваивается. Да, но дальше. я хотел бы все же по поводу рисуночного письма, чтобы люди поняли, что это такое, несколько слов сказать. Подожди, нет, мы сделаем так. Мы сейчас завершаем знакомство с Супяном Ибрагимовым. Пожалуйста, прошу любить и жаловать.
Следующий ролик буквально за ним пойдет о твоих исследованиях в области картины. Хорошо? Хорошо. Все, баракаллах.